Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем 57 килограммов наркотиков, которые автоинспекторы нашли в случайно остановленной машине. Часть вот здесь крышка открывается, часть где запасное колесо и часть в сумке. Расскажем, как женщина после наезда убежала с места происшествия и скрылась на автобусе. Догнать автобус я уже тормозить руками не стал. А также задержание подозреваемых в мошенничестве. Погоня за пьяным водителем. И как в Казани уступает дорогу скорой помощи. Это и не только. Прямо сейчас. Почти 57 килограммов наркотиков обнаружили автоинспекторы на контрольно-пропускном посту полиции перед въездом в Набережные Челны. Они для рядовой проверки остановили внедорожник. С документами у водителя все было в порядке. Но вот его поведение сотрудникам ГИБДД показалось странным. При первоначальном досмотре у него нашли пакет с порошком массой 200 граммов. И он рассказал, что в машине есть еще. У вас есть что-нибудь запрещено в машине или при себе? Я с ваших слов записываю ваши слова в протокол досмотра. Да, в машине есть. Поясните поподробнее, пожалуйста, что где находится? В багажнике нашем. Все, в багажнике находится. Что там находится? Поясните, пожалуйста. Наркотические вещества. Где взяли наркотические вещества? Куда везете? В лесу взял. Он ехал из Подмосковья в Челябинск. Рассказал, что только на днях устроился курьером в незаконный интернет-магазин. Знал, что везет, но нужны были деньги. Местоположение груза сообщили работодатели. Откопал и прятал в машине самостоятельно. Для каких целей везете в Челябинск? Также закопать. То есть закинуть закладку для дальнейшего распространения? Назовем это так. А для чего он там, я как бы не вникаю в подробности. В дальнейшем наркотики должны были развезти в Екатеринбург, Курган, Тюмень, Иркутск и Красноярск. Мужчина выдал себя сам. Машину остановили для проверки документов и увидели, что мужчина за рулем сильно нервничает. Водители решили досмотреть, и при нем обнаружили сверток с порошком массой почти 200 граммов. После этого заинтересовались и автомобилем. Он не стал скрывать, где что лежит. Часть вот здесь крышка открывается, часть где запасное колесо и часть в сумке. Везде, где указал мужчина, были спрятаны пакеты с порошкообразным веществом. Всего их было больше 200. Масса каждого была указана сверху. Все изъятое полицейские отправили на экспертизу. Проведенное исследование подтвердило, что изъято почти 54 килограмма мефедрона, свыше килограмма кокаина и 1700 граммов марихуаны. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Если его признают виновным, лишиться свободы мужчина может на 1,5 десятка лет. Юлия Гоголева, «Вызов 112». В Казани задержали уроженца Средней Азии. Его подозревают в обмане своего соотечественника. Как установили следователи, один из жителей Туркменистана, который живет в Казани, не смог перевести деньги родственникам на родину и попросил помощи у диаспоры. На просьбу о помощи откликнулся 22-летний молодой человек. Он согласился передать деньги лично в руки, так как на днях собирался в Туркменистан. Пострадавший отдал ему 500 000, но подозреваемый никуда не поехал, а средства просто присвоил. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился в полицию. В настоящий момент в отделе полиции Епеева возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Задержанные признали вину и сознались в содеянном. Расследование продолжается. Полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений. На улице Кулахметова водитель Датсуна сбил переходящую по пешеходному переходу женщину. И водителю, и пешеходу горел зеленый свет. Но автомобилист при повороте должен был пропустить человека. Удар был не сильный, после чего женщина, на удивление молодого человека, побежала прочь и заскочила в первый же попавшийся автобус. Догнать ее он не смог. Прям зеленый. Мне тоже зеленый горел, она у меня в слепую зону вот здесь вот попала. Водитель ехал с улицы Шамиля Усманова, поворачивал налево на Кулахметова. Пешехода должен был пропустить, но признался, женщину не видел. Заметил ее только в самый последний момент. Она такая полненькая была. Она шла по дороге, и от ее резкой остановки она как бы ее вперед подалась немного и руками облокотилась на машину. Не упала, ничего. Дальше произошло то, чего молодой человек никак не ожидал. Женщина, не проронив ни слова, резко побежала в другую сторону, прямо по дороге. Вообще ничего не сказала, то есть я
топнул по тормозам, применил экстренное торможение. Она прямо остановилась около машины, подалась вперед немного и побежала дальше. Вот. Прям с середины дороги сразу к автобусу. Автобусов было 2, и водитель легковушки не заметил, в какой из них она забежала. Догнать, автобус я уже тормозить руками не стал. Я хотел бы взять ее номер телефона хотя бы. Но, к сожалению, этого не получилось. Автоинспекторов вызвал сразу. Говорит, сделал бы это в любом случае. А тут еще и было множество очевидцев. Сразу же вызвал сотрудников, потому что если бы я уехал, и она обратилась, меня бы лишили прав. Мне мои права дороги. Без прав, говорит, ему никак. Сам из Йошкар-Олы живет и работает в Казани, но регулярно ездит домой. Степень его вины и наказания, которое молодой человек понесет, будут определять автоинспекторы на разборе происшествия. Рамиль Шайдуллин, Константин Бушуев, вызов 112. В социальных сетях сегодня появилась видеозапись с камеры наблюдения с моментом наезда на девочку в жилом комплексе Салават-Купере. На записи видно, что ребенок перебегал дорогу в неположенном месте перед стоящим грузовиком. Автомобиль двигался на достаточно высокой скорости. От удара девочку отбросило на несколько метров вперед, но она тут же встала и ушла. Даты на съемке нет, в автоинспекции о таком происшествии информации нет. Ни водитель, ни девочка, ни ее родители в ГИБДД не обращались. В Чистополе автоинспекторы заметили «Ладу», которая на большой скорости двигалась по встречной полосе. Требования сотрудников ГИБДД водитель «Лады» игнорировал и пытался скрыться от преследования. Однако в поисках места, куда можно свернуть, водитель съехал с дороги и рухнул в кювет. Продолжить движение там он уже не смог. Водителя задержали. Быстро выяснилась и причина, по которой мужчина избегал встречи с автоинспекторами. Водительского удостоверения у него не было, а сам он находился в нетрезвом состоянии. Алкотестер показал почти миллиграмм чистого алкоголя в литре выдыхаемого им воздуха. Автоинспекторы в Казани проверили, как водители уступают дорогу врачам скорой помощи. Такие рейды в городе проводятся регулярно. Медики отмечают, что после них проехать по дорогам легче. В целом же водители, понимающих, что от того, как быстро карета скорой доедет, порой зависит жизнь человека, большинство. Но есть и те, кто при возможности перестроиться упорно не замечает машины спецслужб. Будний день, утро. Час пик уже миновал. Место для маневров и возможность пропустить скорую на дороге есть. Большинство водителей перестраивается заблаговременно. Медицинский автомобиль не притормаживает, но уступают не все. Возможность для маневра считает и водитель неотложки, и автоинспекторы у водителя Kia была. Но перестраиваться автомобиль начал только тогда, когда скорая практически остановилась. Возможности проехать дальше не было. Всегда скоро уступаю. Не знаю, меня просветло. Может быть, я не заметил, как сзади появилась, я сразу отодвинулась. Но у медиков и автоинспекторов все ходы записаны. Видеорегистраторы фиксируют все происходящее на дороге. На записи видно, что возможность пропустить скорую и перестроиться заблаговременно была и у водителя Сиата. Но уходить в другой ряд он не спешил. Сам же мужчина считает, что правил не нарушил, потому что в конечном итоге сместился влево. Он за мной стал сигналить. Включил маяк, я включил, пропустил. Анатолий Александрович, да? Пожалуйста, успокойтесь. Я понимаю ваше негодование. Если не уступили дорогу, получается... Кому? Скорой помощи. Как это я не пропустил? Если он сзади меня стал. Со мной, пожалуйста, не спорьте. Согласно ПДД, во время движения водители обязаны представить преимущество и пропускать автомобили спецслужб с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Наказание для нарушителей довольно сурово. В отношении данных водителей составлены административные материалы по части 2 статьи 12-17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают наложение административного штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством сроком от 3 месяцев до 1 года. Привести свои доводы о невиновности водители смогут в автоинспекции на разборе нарушения. Там же и будет определяться, было нарушение или нет, и мера наказания в случае его наличия. Рамиль Галиуллин, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.